«Голоса» и я, ведущий Роман Бабаян. Здравствуйте. Надо дать жесткий отпор экстремистам, которые пытаются использовать радикальные националистические и сепаратистские лозунги. Тем, кто пытается разделить наше общество и ослабить единство страны. Это заявление несколько дней назад сделал президент Владимир Путин на встрече с силовиками. Кто пытается взорвать ситуацию на Российском Кавказе и насколько на Кавказе сильны ваххабистские группировки, вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. В нашей программе «Право голоса» имеет каждый, но я предлагаю первым воспользоваться этим правом Андрею Епифанцеву. Андрей, вот смотрите, Институт национальной стратегии опубликовал доклад, значит, правильное название такое: «Карта этнорелигиозных угроз. Северный Кавказ и Поволжье». Я знаю, что вы были одним из авторов этого доклада. Очень коротко, в чем основная мысль и какие угрозы для нас? В докладе есть три главных идеи. Первая – это угроза совершенно реальна, она прогрессирует очень быстрыми темпами. Второе – начинается уже не просто усиление ваххабистской или экстремистской угрозы, а идет сращивание государственных чиновников с экстремистами, причем не только, говорю, религиозными, но и национальными. И второе… Про какие регионы мы сейчас говорим с вами? В данный момент можно говорить о Северном Кавказе, можно говорить о Поволжье. Поволжье – это Татарстан, Башкирия в первую очередь. Вот так вот? Да, именно так. Ага. Хорошо, скажите мне, если мы говорим, допустим, вот об этих ваххабистских группировках, которые действуют на нашей территории, это что за люди? Это иностранцы, или это российские граждане, или это какие-то смешанные группировки? Здесь нельзя говорить о группировках как таковых, или не только они определяют лицо современного экстремизма. Это не те люди, или не только те люди, которые с автоматом бегают по горам. Это единицы, по сути дела, те, которые представляют радикальное крыло ваххабизма. Можно говорить в целом, что ваххабизм, как вот это некий конгломерат, это не единственное, по сути, течение. Это некий конгломерат экстремистских каких-то течений. Понимаете, вот они сейчас развиваются уже на Северном Кавказе настолько, что они, допустим, в Дагестане уже, может быть, даже уже превысили, что ли, число тарикатистов. Если люди не берут автоматы и не уходят в горы, если они не превращаются в боевиков, в чем опасность тогда? Ну и ради бога, они исповедуют там какое-то свое направление ислама, и пускай на здоровье. Вот принципиальная опасность в том, что это направление ислама, которое отрицает светскую власть. Ага. Это то есть вообще как таковую? Как таковую. Это, кстати, приводит к тому, что, по сути дела, теряется почва для переговоров. Сейчас, вот пока, скажем так, ваххабистская, так сказать, умма не достигла каких-то точки невозврата определенной, да, или вот… По численности? По численности, по влиянию. По влиянию, по численности, да, так. Вот это будет более-менее какое-то спокойное развитие ситуации. Но как только превысит эту точку… Они возьмут автоматы? Они возьмут, да. Надо помнить, что, по сути дела, ваххабизм как течение, да, он появился, по сути дела, в арабских странах как противовес, как средство борьбы с ослабленной Турцией, с ослабленной Османской империей. Это во многом средство борьбы с государством. Сейчас мы видим развитие вот этой ситуации у нас в стране. Все, я понял, да. Аркадий Георгиевич, теперь вопрос к вам. Много лет вы жили на Северном Кавказе. Вы были комендантом Грозного. Вот вы мне скажите, вот эксперты сейчас говорят, что боевики, те, которые уже с автоматами, это в основном молодежь. В чем причины, почему молодые люди это делают? Что их толкает на это? Та ситуация, которая сложилась сейчас, например, в том же Дагестане, когда нет работы молодым. Безработица. Совершенно правильно. Тяжелейшие социальные условия. Коррупция, которая процветает там, кстати говоря, в органах власти, которые тоже они видят и понимают, что пробиться туда наверх им практически невозможно. Вы видите, что То есть творится. Полное отсутствие какой бы то ни было перспективы. Совершенно правильно. И все это подталкивается тем, что предлагаются, так будем говорить, неплохие деньги для того, чтобы он там воевал в горах, и там он находился. И он, естественно, это покупается. Вся проблема в том, что вот то, о чем говорил мой коллега, что это система, которую нельзя пускать на самотек. Фактически у нас в нашем государстве копейки не тратятся на укрепление межнациональных отношений. Ничего. Вот сейчас только сегодня появилась программа, которая предусмотрена средства, там 38 миллиардов, по-моему, для того, что, и то это не на один год, для того, чтобы что-то изменить в этой ситуации. У нас же ведь в этом плане ничего не делается. В том числе, это должна быть государственная политика.
Вот мы говорим о безработице на Северном Кавказе. Не только в Дагестане. Это и в Кабардино-Балкарии, это, к сожалению, в Про весь Ингушетии. Северный Кавказ говорим, да. И пока, кроме слов того, что нужно развивать промышленность, создавать рабочие места, дать возможность людям зарабатывать честно деньги, ничего пока не делается. Вот это самая главная на сегодняшний день моя проблема. Но слава Богу, что сегодня повернулись и создание Совета при президенте России, и все-таки попытка какая-то создать какой-то орган, который бы в целом бы управлял бы вот этими отношениями, создавал ситуацию не только на Кавказе, Я но и в понимаю. целом по России. Я понимаю. Должен быть, и он должен... Тут подход должен быть системным. Совершенно системным. Руслан, какая идеология нам нужна? Нам нужна идеология, основанная на тысячелетних традициях российских народов, традициях добрососедства, взаимопомощи, сохранения института семьи, сохранения духовных основ. Но вместо этого нам сегодня навязывается через средства массовой информации, через телевидение, через фильмы, через музыку, через Евровидение, через периодические сюжеты о гей-активистах и так далее, нам навязывается путь совершенно, который противоречит всей многотысячелетней истории российских народов. И в этой ситуации ответом на данные, значит, эксперимент со стороны русской молодежи является радикализация через национальный То путь, есть через национализм. радикализация не только на Кавказе, Естественно. но и среди русской Радикализация молодежи происходит тоже. одновременно на нескольких площадках. На Кавказе же происходит радикализация молодежи под религиозными знаменами. Так. Но при этом я вынужден сказать и по существу самого доклада. Доклад предельно слабый. Он подготовлен специалистами, которые валят в кучу как бы не стыкующиеся вообще факты и не стыкующиеся движения. Все, значит, загоняют под термин ваххабизм. В этом докладе говорится, что в России 700 тысяч ваххабитов, фактически готовых взяться за оружие. Дай бог, чтобы Да, там молящихся... фигурирует эта цифра, Дай бог, фигурирует. чтобы 5% молящихся мусульман 700 тысяч всего человек. было-то Да. 700 тысяч или миллион с лишним. Получается, что большинство соблюдающих мусульман в России автоматически записываются в ваххабиты. Во-вторых, доклад настолько выстроен в провокационном ключе, что фактически подводит людей к выводу о неизбежности потери Северного Кавказа в ближайшее будущее. Сразу вопрос. У вас же была встреча с Ремезовым. У меня была встреча Вы ему с Михаилом задавали этот Ремезовым, вопрос я задавал ему вопрос, прямо, да? он сказал, что это предопределено, и фактически, что надо к этому готовиться. Вот буквально несколько дней назад в очередной молельной комнате 300 человек задержано. Значит, из них 170 иностранцы. Откуда эти люди не сообщают, можно только предполагать. Изъято огромное количество литературы. Эксперты сейчас взяли эту литературу на экспертизу для того, чтобы дать заключение, экстремистского она содержания или нет. И это происходит по всей стране практически. То в Петербурге, то в Москве, то еще где-то. По всей стране вот эта зараза у нас теперь распространилась, да? Сложности в России с распространением ваххабизма, с распространением экстремизма под исламским лозунгом не сегодня имеет место, к сожалению, распространяется и не только здесь, в России. Мы видим сегодня, что происходит на севере Африки, мы видим, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. В Европе. В Европе что происходит? мировая проблема уже Мировая практически, проблема да. становится мировой проблемой. И естественно, через призму всей этой ситуации нам нужно еще больше напрягаться, нам нужно еще больше производить этих проверок. Еще больше. Еще Так. больше нужно производить Так. проверок. Нужно проверить и литературу. Сегодня мы стараемся через Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования организовать свою экспертную группу тоже, чтобы помочь нашим государственным структурам определить, какая литература на самом деле является Экстремистская, какая нет, а да? какая нет. Ну давайте посмотрим историю, давайте посмотрим пример других стран, других, скажем, империй, да, вот Давайте Советская, посмотрим. Российская империя. Как мы сейчас увидим, что Россия, она входит в ситуацию, что ли, торможения развития империи или распада империи. В этой ситуации Россия... Да, ну, это маленький срок, 20 лет для империи, да. Россия в этой ситуации делает то же самое, что делают другие империи. Она перестает расти, она начинает удерживать те территории, которые когда-то так или иначе вобрала в себя, да, вот, и делать какие-то шаги, чтобы там народ слить в один народ, да, надгосударственный народ. Да. Если мы посмотрим, как это было в других империях, там, австрийская, римская и так далее, это приходило к тому, что центр ослаблялся, начинали усиливаться окраины,
окраины, в окраинах начинали усиливаться сепаратистские какие-то радикальные Ну и все течения. приводило к распаду. Да, на окраине начинали заваливать деньгами, давать больше прав и так далее, и так далее. И все приводило к распаду. Если мы посмотрим сейчас, что происходит в России, мы с точностью повторяем этот путь. И поэтому мы и говорим, пока мы не дошли до конца этого пути, давайте сделаем что-то. Ситуация такова. Хорошо, Павел. Исламский вот этот радикализм, на самом деле, вот как только что было сказано, это уже не только наша проблема, это проблема всего мира. Как-то отгородиться от этого можно? Ну, понимаете, мы здесь рассматриваем сразу несколько проблем и сразу несколько процессов. Да, отдельно идет процесс на Северном Кавказе и в Дагестане. И этот процесс связан с переходом, в общем, от аграрного, традиционного общества к индустриальному. Да? И ваххабизм, вот этот вот радикальный ислам, он является инструментом сноса традиционных структур. Да? Потому что там, в Дагестане, во многом было все основано на этническом квотировании, да, на власти определенных кланов. А ваххабиты предлагают, ну, грубо говоря, равенство, свободу, равенство, братство. Извините, в рамках ислама, конечно. В рамках Вот так ислама. вот. Да. И это, безусловно, это идеология, которая работает в ситуации, когда существует большой социальный разрыв, когда верхушка, допустим, дагестанских кланов чувствуют себя превосходно, а низы чувствуют себя не очень хорошо. Мы можем купировать процесс, потому что второй процесс, который идет, это миграция из стран Средней Азии. А поскольку страны Средней Азии провалились очень сильно по социальным параметрам, там эти радикальные учения, которые идут из Афганистана, естественно, там из Пакистана, они опять-таки расцветают. Эти процессы начинают смыкаться, совпадать друг с другом. Вот. Поэтому тут проблема заключается в том, что мы можем сделать со всеми этими процессами. В случае с миграцией надо ограничивать, безусловно, миграцию, вводить визы со Средней Азии. Так, раз. В случае с Кавказом надо очень жестко бороться, как минимум, с коррупцией. И я считаю, что Кавказ – это градусник, который измеряет степень болезни, которая поразила общество. И то, что называется экстремизмом, это практически ответ на поражение Советского Союза в холодной войне. Потому что рухнул общенародный проект. И экстремизм является реакцией на это. Вы так говорите о мире и о необходимости отгородиться от радикального ислама, как будто мир – это что-то очень хорошее, позитивное и справедливое. А мир управляется системой, в которой нет ни грана добра и человеческого качества. Понимаете? И реакция экстремизма на этот мир, она абсолютно естественна. Но после того, как Россия, которая была знаменосцем надежды для всего человечества, стала частью мировой системы, естественно, что внутри нее пошел экстремистский процесс. Но экстремизм – это просто показатель Советского Союза, в частности. того негатива, которым поражено все мировое общество. Экстремизм оправдывать сегодня, я не понимаю вообще логики. Вы очень умный, грамотный человек. Нельзя оправдывать систему. Нельзя оправдывать систему. Систему никто не оправдывает, но нельзя оправдывать экстремизм. Под лозунгом экстремизма сегодня можно рассматривать кучу работ, на которых воспитывался тот же советский народ. Вот то, на чем советский народ воспитывался, сегодня четко идет по рубрике экстремизма. Это первый момент. Второй момент – это то, что… То есть советский народ на ваххабизме воспитывался, правильно мы воспитывали? Советский народ воспитывался на марксизме. А марксизм сегодня это вполне попадает под категорию экстремизма. Вот. Нигде не запрещен. Марксизм не запрещен, потому что он потерял актуальность. А ислам, который берет на себя функции марксизма сегодня во всем мире, он, естественно, привлекает к себе внимание хозяев жизни, потому что это вызов. И вот здесь только что прозвучало, что ваххабиты не будут беседовать со светскими. Да в исламе нет деления на светское и религиозное. Если у кого-то делится светское и религиозное, то это как раз традиционный ислам. Потому что они привыкли жить под светскими правителями. А ислам сам себе хозяин и сам себе голова. Он организует всю жизнь. И, естественно, идеальный принцип ислама – это организация жизни на началах справедливости, которую мы сегодня не видим нигде. Мы сейчас дойдем до статьи Уголовного кодекса. Мы фактически сегодня говорим, экстремизм – это нормальное течение, которое нужно поощрять. Это логика вашего высказывания. Я сказал, для зрителей что понимания это градусник, не надо, не надо путать понятия. Во-первых, не каждый ваххабит является экстремистом. Мы никогда не называли их одним и тем же термином. И это мы говорим четко. И здесь это тоже. Речь идет об экстремизме как явлении, которое может разрушить нашу страну и мусульман, и христиан, и всех остальных. И поэтому с этим бороться надо, а не оправдывать его. Сейчас я дам слово. Давайте по очереди, друзья. Да. Здесь прозвучала тема о распадающихся империях. Валерий, сейчас, Павел, секунду.
Есть в России антикавказские, антиисламские настроения? Они возникают тогда, когда нет общегосударственной идеи. Они есть? Когда государство... Они есть или нет, Валерий? Они есть, Есть. как ответ на отсутствие идей. И они возникают по тем же причинам, по которым возникают на Кавказе. Когда кавказская молодежь не знает, какова стратегия развития Кавказа в целом и каковы планы России на Кавказ, что большая Россия, федеральная власть собирается сделать с Кавказом, когда никакой идеи, идеологии не предлагается взамен ушедшей марксистской, коммунистической, тогда начинается поиск альтернативной идеи. И здесь как раз оказываются исламисты, ваххабиты со своей простой, понятной и доступной логикой, наполняющей смыслом жизнь молодого человека на Северном Кавказе. Человек задается всегда вопросом, зачем я живу, каков смысл моего бытия. Вот на этот самый главный вопрос не дается ответа нынешней российской идеологической модели, которая отсутствует. Тут о чем мы Но говорили, дается идеология. Ответ со стороны Сейчас. исламистских проповедников, которые ясно и доходчиво это излагают. Но та же проблема встает и перед русской молодежью внутри России. Ей не дается никаких смыслов, не обозначаются цели развития они тоже государства, и они ищут эти смыслы на стороне. На Этим стороне. смыслом становится борьба И этим начинают с пользоваться чужим, те, которым кто нужно разрушает наше государство. достичь собственных Совершенно интересов. верно. И те, которые делают сумасшедший бизнес на всех этих настроениях. Пожалуйста, Денгаш Шахрудинович. Да. Я уже давно обратил внимание на ваши доклады. Они отличаются кавказофобскими настроениями, такими грубо шовинистическими и в данном случае антиисламскими. Это вся ваша кампания «Ремизовика» отличается именно этим. Я провожу такую связь, четкую корреляцию между так называемой исламистской угрозой и либерально-компрадорской криминальной угрозой для России. В вашей классификации мусульман грубейшая ошибка. Те сотни тысяч молодых ребят, которые вы скопом отнесли к ваххабитам, это люди, которые в достаточной мере интегрированы в российское культурное и политическое пространство и готовы быть нормальными гражданами и патриотами России. Вы их скопом, задвигаете в лагерь потенциальных противников. Это тот самый подход, который двигает наши западные противники, я имею в виду с Лондона. Потому что они как раз в Лондоне, в Британии находят общий язык с такими мусульманами. Та узкая часть радикалов, экстремистов, которые продвигают абсолютно неконструктивную повестку дня, их можно задвинуть не с помощью таких докладов, а с помощью таких людей, как вот здесь, улемов, которые с точки зрения ислама объяснят, где они неправы. Не убьют, поверьте, улемов. мне Вот говорили в бывает, Дагестане, два алима говорили, что они делают, генералы, средства массовой информации, такие докладчики, вернее, ученые, как вы, мы можем в течение года распропагандировать эту экстремистскую подполье. Ага, стоп. Сразу вопрос. Что мешает тогда это сделать? Мешает политика на федеральном уровне. Политика мешает, допустим, священнослужителям объяснять людям, в чем опасность радикального ислама. Уровне, на информационном фронте ведется борьба с исламом. Раз. С каким исламом? Ислам различен абсолютно. Надо различать Вы ислам и объединяете ислам. вместе. Вот это очень серьезное, на самом деле, заявление. Неужели, друзья, секундочку, неужели на информационном поле ведется борьба с исламом? Вот прям ведется борьба с исламом? Две модели, позвольте. Я не понимаю. Авторы доклада говорят, что нужно запретить эту идеологию, первое. И второе, нужно лишать гражданства тех, кто исповедует эту идеологию ваххабизма, и фактически депортировать из страны. По примеру Бахрейна. 700 тысяч ваххабитов названы в докладе. 700 тысяч лишить гражданства и изгнать из страны. Вы упрощаете кардинальным образом. Вы теперь я скажу, приведу две модели, как эта проблема решается в корне. Первая модель — это Карачаево-Черкесия. Я напомню, что Карачаево-Черкесская молодежь была одной из первых, которая вошла в Первую Чеченскую войну на стороне сепаратистов. Карачаевский батальон принимал участие в боевых действиях. Карачаевцы были обвинены в самых страшных преступлениях в России. Подрывы жилых домов в Москве. Первый взрыв Смертника. И сегодня это стабильный регион. Почему Карачаево-Черкесия не пошла по пути Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии и так далее? Потому что власти Карачаево-Черкесии не допустили складывания вокруг вот этой проблемы радикализации молодежи, вот этой индустрии по зарабатыванию чинов, погонов и денег. Вторая модель — это Чеченская республика, которая фактически утопала в крови, но появилась
сила, воля в лице хотя бы одного человека и его команды, которая отрезала вообще всю возможность зарабатывания денег и чинов на крови чеченского народа. Он пошел, Рамзан Кадыров, пошел на конфликт с силовыми структурами федеральными. Он изгнал те, значит, части федеральных силовых структур из Чечни, которые зарабатывали на похищении Которые людей, зарабатывали деньги, да? которые зарабатывали на крови. То же самое, также он жестко поступал с теми боевиками, которые затягивали молодежь в лес. Сегодня этой проблемы нет в Чечне. Удалось отсечь тех, кто заинтересован в зарабатывании денег на этом. Все. Проблема Понятно. решается. Все, сейчас мы прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут. И право голоса получат наши эксперты, которые присутствуют в студии, но еще не участвовали в нашем разговоре. Это программа «Право голоса», я ведущий Роман Бабаян, и сегодня мы обсуждаем ситуацию на российском Северном Кавказе, пытаемся понять, что там происходит. Право голоса у наших экспертов. Александр, все-таки мы эту тему не закрыли. Давайте, хорошо, да, давайте Потому закроем что, тему, и потом вы вопрос понимаете, вам, мы Александр. остались, значит, оказывается, все беды. То, что был Карачаевский батальон, Чечне, все остальное, оказывается, виноваты те, кто в погонах, которые там, оказывается, они на этом деньги зарабатывают. И чиновники, и Да журналисты. прекратите, не надо. Не надо журналисты тоже? упрощать И проблемы. журналисты тоже. Крайне Не упрощение. надо упрощать проблемы. Сейчас получается так, что они во всем и виноваты. Тогда назовите их в конкретные фамилии, дайте сведения в прокуратуру. Это пусть очень, против очень них удобный подход. возбудят Я уголовные могу дела. назвать Подождите, я вас не конкретные имена и перебивал. конкретные Не фамилии. надо упрощать проблему. Она есть, существует Нет, на Северном Кавказе. проблему Да, вы упрощаете, дорогой генерал. довольно часто она создавалась нашим неправильным поведением. В самом у нас вот 90-е годы, ведь многое мы допускали ошибок. Я имею в виду и центр и так далее. И на Северном Кавказе в частности. Речь идет о том, что делать сейчас. У нас сейчас, вот, Совершенно правильно. даже вот если верить вот этому докладу, который не принимается той страной, мы практически в одном шаге от развала страны. Вы понимаете? Совершенно правильно. И это глобальная угроза для России. Как развалили Советский Союз, могут развалить и Россию. И если они не говорите об этой проблеме, а умалчиваете и говорить, да вы там, что там написали, 700... Нельзя этого делать. Надо серьезно развалили сверху. к этой теме. И Советский Союз развалили сверху. и государство, и власти, и на федеральном уровне, и на региональном уровне должны понимать опасность. Почему Да сегодня... власти понимают. Если бы не Ничего понимали через- бы власти, я Роман, думаю, к что мы сожалению- вообще бы ничего не К делали. сожалению, ничего. Вот сейчас, вы знаете, наконец-то умудрились, мы об этом говорили давно, что, например, главе республики или губернатору области нужно ставить балл о том, как он занимается укреплением межнациональных отношений в своем регионе. Это один из показателей, который говорит, справляется он с этой должностью или нет. Что мы говорим? Что, вы сейчас говорим 700 тысяч лишить Аркадий гражданства. Вы скажите, яркие сколько примеры, сегодня что русских живет происходит в сегодня в Чеченской республике? Дагестане. Задерживают глав администрации районов за то, что они осуществляли прямое сращение с боевиками из леса, готовы были взрывать собственные здания администрации, 100 килограммов тротила начиняли Да никто не возражает глава против этого. Тамасаранского района, пожалуйста, для того, чтобы скрыть масштабы хищения. Об этом и- Кто обвинен в убийстве? Насколько я понял, как раз, да, здесь об этом же говорится, Руслан. Прапорщик. О том, что идет сращивание государственных структур. Мы ровно с этого начали. Я согласен. Я говорю о том, что нужно признать масштаб катастрофы. В Дагестане мэра Махачкалы арестовали. Это все понятно. Все понимают, что там есть проблема. Это не научный Так я на эту доклад, проблему это и обращаю антинаучный внимание. доклад. Роман, Так, все, друзья, Павел, сейчас я вначале эксперт, потом даю сразу слово вам. Александр, все, я перехожу к экспертам, друзья. Александр, скажите мне, насколько действительно сильна опасность? Конечно, достаточно опасная тенденция сейчас и растекание радикализма по территории России. Кстати, не только Россия же подвержена влиянию вот этого радикального исламизма как идеологии. Европа, представляющая из себя сегодня такое достаточно аморфное, толерантное сообщество, не может противостоять радикальному исламизму. А мы можем? Вы знаете, вот, Или- вот вот, знаете, знаете, да, и сейчас, а вот есть разница между радикалами, исламскими радикалами в Европе и в России? Нет, разницы нет. на Нет самом деле. разницы. Нет, Хорошо, разницы Европа нет. не может Да. есть разница? Да, Есть сегодня разница. нет, Так разницы есть нет. или на нет, самом ребят? деле нет, Вы нет, определитесь.
Разницы нет. Дело в том, что, понимаете, Мусульмане, живущие в России, одну являются секундочку, коренными жителями этой страны. одну секунду, Они дайте мне граждане. А досказать. те, которые в Европе, это все пришлые. Ага, мигранты. Вот Ничего подобного. Хорошо. Сегодня в Европе уже сформировалось сообщество радикальных исламистов. О чем вы говорите? Во Франции, в Германии, в Великобритании, последние события там показывают. Это уже новая поросль. Это не те люди, которые пришли Это уже из люди, Алжира, которые там родились. пришли из Алжира, Которые из там Сирии, родились. из Афганистана или из Ирана. Это люди, которые родились в Европе, выросли, получили образование. Причем я должен сказать, что исламизм сегодня, вообще, так сказать, как идеология, я согласен и с той, и с другой стороны, как эксперт могу сказать. Вообще вся эта идеология радикального исламизма, она основана на конфликте. Вот мы забыли вот эту теорию западного цивилизационного развития Хантингтона, который предостерегал в начале 90-х годов. Эта работа была написана в 93-м году. О столкновении цивилизаций. Так вот, мы сейчас и в Европе, и я уже не говорю о Ближнем Востоке, и в России сталкиваемся и подходим вот к формированию этой проблемы. Потому что это очень серьезная ситуация. Она может быть основана не только на, как мы говорим, вот мы почему-то акцентируем все время на Северном Кавказе, это наша территория, это исконно российские земли, там живут наши соотечественники, мы не должны отделять Северный Кавказ от России. Это тенденция пагубная. Дальше-то пойдет разрушение России. Это наши люди. Мы многоконфессиональное, мы многоконфессиональное, многонациональное государство. В России это уникум мировой. В России живет 190 наций и народностей. И не надо отождествлять жителей Северного Кавказа с ваххабитами или саламитами. Когда вы мне задали вопрос, а насколько Россия подвержена вот этому влиянию? Да, подвержена. Не столько, может быть, мы же не берем во внимание наши радикальные группировки, мы их сейчас не обсуждаем, славянского населения, да, или русского населения. Мы говорим вот об этой тенденции радикального исламизма, которая имеет почву разрастания в России. Поэтому здесь очень важно, чтобы государство, об этом, кстати, сказала и та, и другая сторона, наше государство было сильным, нетолерантным, не гомосексуальным. Понимаете, она должна дать отпор этому. Понятно. Государство сильное должно быть. Павел, пожалуйста, сейчас дам вам слово. Я просто хотел бы возразить Гейдару Джемалю. Тут прозвучали заявления, что вот этот радикальный исламизм, он появился как новый марксизм, борьба трудящихся за свои права. Проблема только в том, что радикальный исламизм создавался, в частности, как оружие против Советского Союза. Аналитики американские считали, что в определенный период времени число мусульман в Советском Союзе превысит 50%, и тогда Советский Союз будет уничтожен. Эти расчеты не вполне оправдались, потому что Советский Союз распался еще раньше, но радикальный исламизм как инструмент используется до сих пор. Почему? Потому что сами мусульмане пока еще они не пришли к пониманию своего политического идеала. Что тут говорилось, ислам несет справедливость. Допустим, но что есть справедливость? Понимаете, это все надо расшифровывать. Радикальный исламизм сегодня поддерживает государство, которое, в общем-то, очень сомнительно с точки зрения ислама. Понимаете, король Саудовской Аравии – это фигура с точки зрения Корана весьма-весьма неоднозначная. Потому что, в общем, Коран не предусматривает там королей, хотя всю историю, конечно, были и эмиры, и халифы, и султаны, в общем, при феодализме. Совершенно нормальная была ситуация. Вот, поэтому, понимаете, утверждать, что это движение там трудящихся каких-то, марксистов новых, которые внезапно приняли ислам, это смешно. Это движение, которое возглавляется сильными мира сего, королями, эмирами, шейхами, и оно используется, в частности, против нашей страны и Западом, и определенными... А то, что это движение людей, которые пытаются таким образом самосохраниться, защититься от какой-то... террорист, который взрывается в метро, от какой-то неправильной системы, которую не принимают они. Человек, который Сейчас, Руслан, сейчас. свою традицию, свой традиционный образ жизни, он правомерно его такое желание, но ему подсовывается вместо традиционного ислама исламизм. То есть некий суррогат. Я понял. Замена создавался изначально, чтобы разрушать традиционное общество. Гейдар, я обещал, да, Гейдар. В принципе, везде, не только в России. И поэтому его надо отделять жестко от ислама традиционного, который с государствами, с империями сосуществовал, как здесь было правильно заметено. А исламизм это некий либеральный интернационал, который создает унификационный проект для поверхностных мусульман, которые поверхностно воспринимают его, не погружаясь в догматику истинного традиционного ислама. Я понял. Да, Гейдар, пожалуйста. Радикальный исламизм не создан для борьбы с Советским Союзом. Он появился 1440 лет назад.
это и был радикальный исламизм, он же просто ислам. Нет, ислам нет. и все. Вы просто Категорически ставите нет. знак Значит, равенства. Гидар Жахидович, что да, такое ставит- традиционный ислам? Это Знак ислам, который искажен и срощен с местными адатами, с Ну, вы с местными... Это и ваххабитской есть точки зрения традиционный зашли. ислам. Ну и что? На с основе местной адата. языческой подоплекой, почвой, кровью и так далее. Чистый ислам, реальный ислам пророка, да благословит его Всевышний и да приветствует, никакого отношения к местным почвам и к местным адатам не имел. Это был обоснование- глобальный геополитический проект, Исламизма. который с момента своего возникновения бросил вызов тогдашнему зороастрийскому Ирану и Византийской империи, которые были двумя ведущими сверхдержавами тогдашней современности. А сегодня, вот вы говорите, что мы забыли, или вы забыли Хантингтона с его теорией столкновения Я не цивилизаций. Так эта теория была специально разработана для того, чтобы вы забыли теорию классовой борьбы. А эту теорию классовой борьбы никто не отменял. И она в идет Коране сегодня, есть теория и включая классовой в борьбы? себя не низы, не радикальных исламистов, а низы всего мира, которые смотрят на радикальный ислам. И вот я приведу в пример Эммануил Венесуэлу, Валерстайн. приведу в пример Бразилию, Мир системы. приведу в пример тех же европейцев, которые в союзе с исламом выступают против своих правителей. Все смотрят на политический ислам как на проект освобождения. Вы говорите, толерантное западное общество не в силах справиться с исламом. То есть оно такое мягкое. Не в силах. Миллион французов выступает против гей-браков, о них вытирают ноги. Олану плевать на то, что миллион французов выступают и требуют отменить этот позорный закон. Вы сначала наведите порядок в Саудовской Аравии, где абсолютная монархия. Саудовская Аравия Когда там наведут освобождение порядок. наставит? Саудовская Когда Аравия. освобождение За Саудовскую наставит? Аравию, Павел, я не переживаю. Там все решат. Я переживаю за И Россию, тогда за вы Саудовскую будете Аравию я очень не сожалеть переживаю. об этом. Елена. Вы говорите, а где же это наша Саудовская Аравия? Говорят иногда так, что вот в Европе, да, люди начинают там примыкать к каким-то вот радикальным группировкам, потому что у них все хорошо. Они получают пособия, у них там шикарные условия жизни и так далее, и так далее. Но общество их не принимает, они оказываются в таких вот резервациях, там пригороды Парижа, давайте вспомним, да. И вот именно это их толкает на этот путь. У нас наоборот, безработица, у нас нет никаких социальных лифтов, у нас вот в финансовом плане, в экономическом все не очень хорошо в этих регионах, и общество также пытается отгородиться. Социальные проблемы в радикализме, они есть. Это все взаимосвязано. И угроза терроризма, сепаратизма, это есть не только в России, но сейчас обостряется и во всем мире. Да. Но эти проблемы настолько чувствительны, особенно все то, что касается религии, что малейший шаг в сторону, и вы как на минном поле. Возможен тут же взрыв. И это очень опасно. Авторы же доклада, на мой взгляд, прошлись по этим проблемам, как слон по посудной лавке. Очень много упрощений, передержек каких-то. И, возьмем, например, ваххабизм. Говорите о том, что ваххабизм появился только для того, чтобы развалить Османскую империю, но это с точки зрения истории совершенно неправильно. Это основной фактор, вы Они не только называете. Османскую империю Валить в одну развалили, кучу смешалось все. И кони, люди, и ваххабиты, и салафиты, и братья-мусульмане, и джихадисты. Это якобы одно и то же. Но это простительно для обывателя. Для эксперта это упрощение имеет больше отношения к пропаганде, к провокации, к некому другому эффекту. То есть точно Не такая же оценка доклада, это, да, я это понимаю. с профессиональной точки зрения недопустимо, но учитывая чувствительность данных проблем, очень опасно. Наконец, некоторых своих идеологических оппонентов авторы называют едва ли не завербованными некими зарубежными спецслужбами, агентами влияния. Но, господа хорошие, мы же не хотим в 1937 год возвращаться. И не забывайте, что это может бумерангом вернуться к вам тоже. Сегодня они агенты влияния, а завтра вы троцкист и бухаринец. И, может быть, вас тогда надо тоже на Колыму отправить. И еще один момент, который меня просто поразил. Есть там такие пассажи, где ваххабиты называются соратниками и чуть ли не единомышленниками тех, кто на Болотную площадь выходил с белыми ленточками. Я не принадлежу ни к тем, ни к другим, но от таких сравнений веет неким душком. Проводится такая аллюзия, что Российская Федерация – это империя, приводится пример предыдущих всех
империй, которые все без исключения в этом докладе развалились. И создается впечатление, что авторы уже не сомневаются в том, что мы вступили в финальную стадию этого развала, и что Россия вот так же вот на наших глазах развалится, и они сами в этом не сомневаются. Или, да, но ровно об этом практически, ровно об этом, нет. Или там немножечко по-другому. Они говорят, что Кавказ, да, Кавказ мы потеряли. Здесь практически, я с этим не согласна. практически Мы не вот к этому потеряли выводу Кавказ. подвое. Но Поволжье еще можно сохранить. Вот она, генеральная мысль. А те, кто выходит или и можно признать протестуют по проблему и поводу начать коррупции, восстановление они империи. тоже ваххабиты. Вот, да? это правильная идея. Вот вы мне скажите, что вообще, в принципе, на ваш взгляд, толкает человека вот к радикальным исламистам? Вот эти все тренды, традиционный ислам, радикальный ислам, это чисто политические тренды, которые необходимы для каких-то определенных комбинаций. У нас очень много, особенно в 90-е годы, развернулась криминализация в обществе, да? И эта криминализация как-то отразилась. И вот эти криминальные структуры в разных народах также и задействовали исламскую тематику. Плюс СМИ успешно и некоторые недобропорядочные политики и деятели, да, сумели также запустить этот жупол. И вот этот никому непонятный термин ваххабизм, абсолютно никому непонятный, и у него нет формулировки. Народ его воспринимает как какая-то угроза. Но никто ничего не понимает. Все знают, что это что-то связано с мусульманами. Здесь нужно четко разделить, что ислам это одно, да, и мусульмане, и духовные мусульмане это одно, радикализм это другое, криминал это другое. Надо разделить. У нас все смешивают в кучу. Рецепт какой-нибудь есть? Ну, Что можно сделать, чтобы вылечить эту болезнь? Ну, первое, вот, в принципе, очень хорошо сказал вот в начале беседы, вот сказал... Аркадий Георгиевич. Да, сказал о том, что необходимо заниматься социальными вопросами и решать вопрос в тех же Кавказских республиках. Действительно, это толкает людей. Толкает людей... Ну вот смотрите, социальные вопросы. Я же не просто так про Европу. Там как раз с социальными вопросами все хорошо. А болезнь-то та же самая. Да. Почему вы считаете, что в Европе решены какие-то социальные проблемы? Это иерархизированное, сословное общество. Общество не пускает. Это тоже тогда отнесем к социальной проблеме, да? Верхушкой абсолютно воли низов. Там нет обратной связи. Да посмотрите на вашу Саудовскую Аравию. Какая связь? Хорошо, по сравнению с... Сейчас, Руслан, сейчас. Аравия, Европа, рай. Подождите, друзья, я эксперту. Иван, вы же, по-моему, говорили, что нужно законодательно запретить ваххабизм там, и другие какие-то радикальные течения ислама, да? Можно сделать. Экспертизу кто Я будет проводить? никогда таких вещей не говорил. Такие рекомендации как раз содержатся в докладе, который мы обсуждаем. Мне кажется, что это ошибочный путь. В этом ключа решения проблемы нету. Не получится, да? Мне кажется, что Гейдар, уважаемый, здесь отметил очень важную вещь. О том, что реальное разделение между традиционным исламом и ваххабизмом, оно, в общем, придуманное. И поэтому все попытки искать решение так, как это делала Россия последние 10 лет, выбирая традиционных мусульман как союзников своих и обозначая как безусловного врага салафитов или ваххабитов, как угодно будем их называть, это ошибка, потому что не дело государства входить в догматические различия внутри одной из конфессий. Мне кажется, что поиск решения должен на самом деле вестись в области восстановления институтов на Северном Кавказе. Это главная проблема, потому что когда человек не может обратиться в суд, потому что суд не работает, и не может пойти к нотариусу, чтобы зафиксировать элементарную земельную сделку, и вынужден вместо этого идти к имаму мечети, Я понимаю. это говорит о распаде институтов. И единственный выход из этой ситуации – это создавать работающие институты. Если человек считает, что ему в селе Тлох в Дагестане удобнее пойти не к нотариусу, а к мечети, в этом тоже нет ничего страшного. Нужно легализовать эти правила, если люди согласны с ним жить, Ну а в что состоянии изменится? обеспечить... Ну, предположим, легализовали. И что изменится? Тогда будет понятно, люди будут идти в мечеть. Тогда будет понятно, где власть. Я сейчас постараюсь ответить на несколько поднятых вопросов. Только коротко и на быстро, Западе пожалуйста. снижается религиозность, на Востоке она растет. И вот, когда растет религиозность, происходит радикализация и на сытом Западе, и на нищем Кавказе. Не потому, что у людей нет работы,
Кавказцам не привыкать зарабатывать деньги, это достаточно предприимчивый народ. Радикализация происходит от того, что становится тесно в тех рамках, которые были созданы для мусульманской общины в дореволюционный период и в советский период. Теперь смотрите, что происходит с маленькой группой радикальных, допустим, проповедников, которые появляются на Кавказе. Сначала это маленькая группа, их идеи становятся популярными среди молодежи. Когда их становится достаточно... Не-не-не, вот давайте сразу поэтапно. Как их идеи становятся популярными среди молодежи? Потому что они ходят и разговаривают с ребятами, которые целыми днями сидят на карачках, допустим, щелкают семечки. Они им говорят: слушайте, делать нечего, старик, давай мы с тобой лучше пообщаемся. Покупают молодежь своей жертвенностью. Секундочку. Вот я молодой человек, я живу на Кавказе. Ко мне приходят и говорят: ради цели ты должен пойти, там, ну, обрабатывают меня, да, ты должен пойти и принести свою жизнь в жертву. Цель в чем? Цель – жить как мужчина, умереть как мужчина и попасть в рай. Это для кавказцев очень важно. Это важнее куска хлеба с колбасой. Это важнее всего. Роман, послушайте. До встречи с этими священнослужителями, проповедниками, молодые ребята на Кавказе живут не как мужчины. Они смотрят на другую модель: украсть у государства, купить джип и погибнуть в перестрелке. Но когда им объясняют, что... Украсть у государства, купить джип, погибнуть в перестрелке. Роман, послушайте. Да. Вот в этот момент, когда идеи становятся популярными, появляются силы, заинтересованные в возгонке этой радикализации дальше. Это понятно, это понятно. Меня интересует вот первый толчок. Да, первый толчок. А то, что потом уже там масса людей, которые хотят там, да, преследуют собственные цели, хотят там их достичь, это понятно. Всеобщее разочарование в тех политических моделях, которые существуют на сегодняшний момент. Они изжили себя. А вот это понятно. Мы сейчас прервемся. Вернемся в эту студию через несколько минут, и право голоса получат наши зрители, у которых тоже есть вопросы к нашим гостям. Это программа «Право голоса», и я ведущий Роман Бабаян. И сегодня мы обсуждаем ситуацию на российском Северном Кавказе. Право голоса у наших зрителей. Первый вопрос из зала. Я дам возможность всем высказаться, но вначале послушаем, какие вопросы у людей. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. У нас давно в стране, слава богу, не было террористических актов. Как? Это результат чего? Работа Вы, наших когда говорите про спецслужб? страну, вы имеете в виду Москву? Да, нашу Россию, страну. С чем же это все-таки связано? Это работа наших спецслужб или просто самих экстремистов и террористов в стране стало меньше? Кто готов ответить? Ну, я могу сказать. Да, пожалуйста, Александр. Понимаете, это вот то направление, в котором и силовые структуры власти все-таки добились каких-то небольших сдвигов. Вспомните 90-е годы, начало 2000-х годов, насколько все было сложно и тяжело. Сегодня спецслужбы без особого шума все-таки выявляют те, вот сейчас только в Орехово-Зуево задержан там и так далее, и так далее. Их много фактов, когда просто об этом даже, может, немного и не говорят. Но то, что сегодня силовые структуры в этом плане начали работать более так, продуктивно, это факт. Это раз. И во-вторых, конечно, все-таки серьезные очаги, вы вспомните эти очаги и в Чеченской республике, и в Карачаево-Черкесии, и в горах Кабардино-Балкарии. Они были, эти очаги. Их тоже там сегодня все-таки притушили, и здорово притушили. Поэтому это в целом складывается и в стране. Я надеюсь, что их все будет все меньше и меньше. Хотя терроризм внешний с этим не согласен. И то, что давление и деньги идут специально на эти цели в Россию, с тем, чтобы все-таки теракты эти были, чтобы люди страдали, гибли и так далее, к сожалению, еще не вечер. Я еще хотела обратить внимание на то, что в докладе, который мы все-таки сегодня отчасти обсуждаем, речь идет не только о мусульманах России, мы все мусульмане да мусульмане, но там же речь идет и о Сибири, например, говорится о том, что сибиряки считают где себя не такими уж русскими, как другие русские, и... Об угрозах сепаратизма, да. Об угрозах сепаратизма, но не надо выделять только ислам. Конечно. Вы поднимаете и другие вопросы. Они действительно есть, но... Сибиряки в Москве ничего пока что не взрывают. Приморские партизаны, да, это действительно было. И возвращаясь к социально-экономическим корням, вот эти вопросы, они важны одинаково как для Северного Кавказа, так и для Сибири. Один из самых важных вопросов – это коррупция. И мы должны эти проблемы решать. Здесь все сошлись, да. Здесь все сошлись. Пожалуйста.
население начинает осознавать, мы говорим о пропаганде, да, там идет мощная идеологическая пропаганда, но население увидело, какие ценности у этих экстремистов, к чему они апеллируют и какую цель они преследуют. Многие это увидели. Это первое. Второе. Действительно, сращивание сегодняшних боевиков в лесах с коррупционной структурой, это уже говорит о том, что и показывает, и доказывает населению, что никакой религией они не занимаются. И в частности, в этом направлении тоже идет вот отток молодежи от них. Да, пожалуйста. Две ремарки. Деньги из-за рубежа на террор практически не идут. В годы правления Владимира Путина все зарубежные потоки финансовые были отсечены. Сегодня диверсионные террористические группировки на Кавказе подпитываются за счет внутренних ресурсов. Это очень важная составляющая. В том числе и та дань, которую платят чиновники. Боевикам. То есть за счет государственного бюджета? Фактически за счет государственного бюджета. А теперь то, что касается того, почему сами мусульмане не противодействуют экстремистам. Это очень важная составляющая. Я назову здесь три, как бы скажем, действующие силы. Первое, скажем, вот те радикальные проповедники, которые наращивают свое влияние, оно все более мощное и профессиональное. Сообщество муфтиев, духовных управлений, которые должны якобы противостоять этим радикалам. Но дело в том, что в этих духовных управлениях работают воспитанники советской КГБшной системы подготовки кадров. Они опираются только на методы работы 80-х годов. Они не умеют работать в информационном обществе. Они не могут противодействовать новым идеологическим вызовам. Это весь совет муфтия, все агенты это хорошие люди, это хорошие люди. Но поймите, уже время другое, их время ушло. Сейчас в данной ситуации появляется третья действующая сила. Это активное молодежное сообщество мусульман, нацеленных на созидание и на сохранение страны, чтобы не допустить ее развала. Они в своем развитии давно обошли все муфтияты и духовные управления. Их интеллектуальный, творческий, бизнес, политический, спортивный и проповеднический потенциал в разы выше. Но дело в том, что органы государственной власти до сих пор боятся привлечь их в качестве Нужно делать ставку на них. Вопрос общественных партнеров. Иван, секунду, по очереди. Иван. Я аплодирую, если только такое движение появилось уже мусульман. А оно появляется. И со стороны государства тоже. Тогда есть надежда, что этот доклад не осуществится. Мы верим в это. Слушай. Мне кажется, основной вопрос все-таки состоит в том, что на Северном Кавказе проваливается система институтов. В начале передачи Руслан упомянул Карачаево-Черкесии, где удалось как-то преодолеть вот эту тенденцию к радикализации. Но в Карачаево-Черкесии были сделаны очень важные два шага. Да? Там была более-менее завершена муниципальная реформа, и там состоялась земельная реформа. Карачаево-Черкесия единственный регион на Северном Кавказе, который примерно на том же уровне находится по состоянию муниципальной и земельной реформы, что и вся остальная Россия. И вот мы видим конкретный прикладной результат, что там гораздо спокойнее. Это потому, что там частично работают те институты, которые уже отказали на всем остальном Северном Кавказе. Можно я Да, пожалуйста. Секунду. Секунду, да, пускай закончит Иван. В плане ответа на вопрос. Мне кажется, что сам этот вопрос, он достаточно опасным образом сформулирован, и он говорит о том, что мы все больше перестаем быть единым обществом и единой страной. Совершенно верно. Потому что в Москве, Совершенно верно. в Москве, допустим, действительно, к счастью, давно не было террористических актов, но в Дагестане они происходят Совершенно практически верно. каждый И вот день. именно вот такое наше отношение, это тоже одна из причин того, что у нас происходит. Мы все понимаем, обе стороны и эксперты. Проблема существует. Существует. С ней нужно бороться, с ней нужно заниматься, надо сохранить Россию как великое государство. Независимо от того, где мы живем, действительно, в Москве или в Дагестане, или в Карачаево-Черкесии. Вот главная задача всех, и тех, и других, вот я понимаю, что у нас расхождений в этом плане нет. Надо только понимать, что это задача всего общества. Вот. Понятно, да. И помимо всего прочего должен быть системный подход. Системный подход. Некоторые точки, направления, по которым надо действовать, мы сегодня нащупали. Мы нащупали социалку, мы нащупали институты, восстановление институтов. Есть даже организации, которые, в принципе, на которые можно делать ставку, по крайней мере, Руслан говорит о том, что они скоро появятся. Гейдар говорил о том, что, может быть, какие-то институты легализовать. Мне кажется, что здесь надо думать. Я не знаю, как вариант, почему нет, но надо думать. И тем не менее, вот если мы действительно аккумулируем все это и начнем идти, заниматься системно этой проблемой, я думаю, что все будет
нормально. Все, встречаемся по будням в этой студии. Помните, что право голоса есть у каждого.